Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Коротко о главных темах выпуска. Отмена изоляции, 7-дневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов. В Алданском районе произошел пожар котельной, которая отапливает 25 жилых домов. Возгорание ликвидировано, причина, виновник и ущерб устанавливаются. Фильм «Нуча» со специальными показами прокатится по всей России. Когда же можно будет его увидеть? В якутских кинотеатрах. Начнем наш выпуск с эпидобстановки. За минувшие сутки на территории республики от коронавируса выздоровели 3535 человек. В стационары госпитализировано 110 человек с коронавирусом из 3789 новых выявленных случаев. 2437 новых случаев коронавируса выявили в Якутске, 309 в Мегино-Кангаласском районе, 172 в Мирнинском, 97 в Алданском, 91 в Нерюнгринском и 75 в Верхневилюйском районе. Первым компонентом вакцины привиты 80,8%. Ревакцинацию прошли 50% якутян, у которых наступил срок повторной иммунизации. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекций у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Между тем, 7-дневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов как коронавируса, так и ОРВИ, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Также в постановлении говорится, что заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней. Если пациента выписывают раньше, он должен сдать тест на COVID-19 не менее чем через 3 дня после подтверждения диагноза. Новые правила уже вступили в силу. Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Согласно постановлению, медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять сведения о выдаче медицинского отвода в единую государственную информационную систему, а оттуда они поступят на портал государственных услуг. Найти сертификат можно в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Там же хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител. К другим темам. В Якутии стартовал год матери, объявленный главой республики Айсеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок, и правительству поручено принять решение по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 22 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 800 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. А в Мегино-Кангаласском Лусе указом главы района Николая Старостина 22 год дополнительно объявлен годом семьи. В селе Бютидях семья Прокопьевых воспитывает 4 детей. Тему продолжат наши коллеги. Üçügey, iyiyim istimmişere. Üçügey, küregey toyuğa. Üçügey, iyiyim намын рета. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Бютейдях. Мама Нюргена Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе, заготавливаем дрова, лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова, лед.
Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству. Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргена Семеновна сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в Улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают, развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Гульнара Аммосова, Мегина Кангалаский, Улус. К другим темам. Накануне 5 февраля произошел пожар в здании частной котельной ИП Тимофеева, которая отапливает 25 жилых домов в микрорайоне совхоз «Пятилетка» в городе Томот Алданского района. К месту вызова прибыли силы Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Было привлечено 15 человек и 5 единиц техники. Пожар ликвидирован. Огнем повреждена кровля здания и линия электропередачи на общей площади 50 квадратных метров. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Сейчас котельная работает в штатном режиме, постепенно восстанавливается температурный график подачи тепла. В этой связи населению Томота настоятельно рекомендуется не сливать теплоноситель. Перевод котельных Якутска на тепловые сети Якутской ГРЭС-2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе. В частности, в ближайшие годы в рамках создания единой теплоснабжающей организации будут переключены котельные ЕГУ-1 и ЕГУ-2. Котельные поэтапно перейдут на тепловые сети ЯГРЭС-2, а неэффективные будут выведены из строя. В конечном итоге это благотворно повлияет на экологическую обстановку в городе и скажется на снижении затрат на топливо. Жители Ленского района продолжают получать приветы от виртуальных мошенников, обманным способом ворующих их реальные деньги. Более полсотни преступлений мошенничества в Ленском районе совершено за 2021 год. Какие сегодня самые популярные среди них, выясняла Анна Кожевникова. 53 преступления в сфере мошенничества совершено в 2021 году по отношению к жителям Ленского района. Общий ущерб – около 21 миллиона рублей. На первую строку поднялись псевдоинвестиции. Граждане заходят на разные сайты, расположенные в сети интернет, непроверенные интернет-ресурсы, где с ними после регистрации связываются менеджеры якобы брокерской фирмы и предлагают гражданам вклады в разные инвестиционные фонды. Ни прибыли, ни собственных средств назад, естественно, вкладчики не получают. Их виртуальные партнеры навсегда растворяются в интернет-пространстве. С начала текущего года подобных преступлений зафиксировано всего 2. Продолжают лидировать и случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Люди покупают чужие несуществующие товары за свои реальные деньги. Сложность в раскрытии преступлений обусловлена их виртуальным образом. Ни адреса, ни места проживания, ни портрета подозреваемого полицейские установить не могут. Тенденция по республике нынче негативная. Идет рост данного вида преступлений. Вот эти преступления в сфере так называемой информационно-телекоммуникационной технологий имеют место быть и представляют определенные сложности для правоохранительных органов в их раскрытии. Прежде всего это связано с их дистанционным способом совершения. Обманутая бабушка в Ленском районе стала, скажем так, источником обогащения какого-то, скажем так, мошенника где-то в Среднеазиатской республике, а порой и за территорией Российской Федерации. Поэтому профилактика – единственный способ снижения такого рода преступлений, как мошенничество в мобильном или интернет-пространстве. Сотрудники прокуратуры и полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными. Ведь прописные истины стары как мир. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Республика расположилась на 5-м месте среди всех регионов страны по уровню промышленного роста в 2021 году. Коэффициент составил 116%. Об этом в ходе отчета регионального правительства сообщил первый зампред Кирилл Бычков. По его словам, в целом по большей части экономических показателей Якутия вышла на допандемийные значения. В частности, по уровню общей безработицы, строительству и вводу жилья. Собственный парк культуры и отдыха появится в скором времени в селе Булгуняхтах Хангаласского улуса. Проект под названием «Булгуняхтахский парк» попал в программу «1000 дворов» на Дальнем Востоке и будет реализован уже в этом году. Новое общественное пространство будет создано на пустующей территории возле Центра культуры и села и дома Арчи. Парк будет состоять из центральной аллеи, зоны теплого павильона, скейт-площадки, зоны для воркаута, а также предусмотрены несколько игровых площадок для детей, беговая дорожка и зона мероприятий. По программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке будет реализован первый этап проекта «Булгуняхтахский парк», который включает в себя 2 детские игровые площадки и зону воркаут. Остальные зоны будут возведены в последующие годы. В мае месяце планируется у нас проведение аукциона с подрядной организацией. И надеемся, что осенью этого года мы откроем наш парк для наших жителей. Холода отступают, и начинается время для занятий физической активностью на свежем воздухе. Так в Якутске начали работать катки. Жители и гости столицы уже открыли сезон на озере Сайсары. Заливка льда и возведение стены снега были проведены на днях. Открытие уже состоялось. А вот на площади Ленина идет завершающий этап подготовки катка площадью более 1000 квадратных метров. Здесь установили будку для переодевания и проката коньков, а в самой коробке будет заливка льда. Полностью завершить работу планируют к 14 февраля. Я люблю, конец февраля обычно. Обожаю прям кататься. Правда, бывает холодно. Переодеваешься, когда. Я беру коньки на прокат. Завершим наш выпуск новостями культуры. Специальные показы якутского фильма «Нучо» состоятся в марте в 5 городах России. Так картину покажут 4 марта в Новосибирске, затем 7 числа в Санкт-Петербурге. В Якутске фильм смогут увидеть уже 10 марта. 2 днями позднее в Москве, а 13 числа показ пройдет в Екатеринбурге. Прокат по всей стране начнется 17 марта. Напомним, фильм о жизни якутской семьи и каторжника стал номинантом национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм». Имена победителей станут известны уже сегодня. На этом у меня все. Хорошего дня.